Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В каждой туркменской семье имеется своя история, когда люди сталкивались с коррупцией. Одних не только обобрали до нитки в больнице, но и причинили здоровью еще больший вред, другие испытали на себе шантаж силовиков, третьи влезали в долги, чтобы дать ребенку достойное образование, а потом не могли с этим долгом расплатиться. Но еще хуже, когда сталкиваешься с ситуацией, в которой коррупционеры из разных структур поддерживают и покрывают друг друга. Именно так происходит в школе номер 18 Туркменабада. Там директриса Гулала Аннаева вымогает взятки у сотрудников и родителей, поощряя при этом свое близкое окружение, а по сути таких же коррупционеров. У самой Аннаевой в защитниках муж, занимающий высокую должность в управлении полиции Либабского вилаята. Так в чем оно, классовое неравенство в Туркменистане? Еще до своего рождения гражданин этой страны впервые сталкивается с коррупцией. Без дачи взятки, отказать в медицинском обслуживании, могут даже роженица в критическом состоянии. В детском учреждении продукты, предназначенные малышам, часто воруют и уносят домой сотрудники, а к воспитанникам воспитатели с низкой квалификацией могут применять непедагогические методы. Но именно в школе подросток впервые близко сталкивается с мздоимством и неравенством. Так, в 18-й школе все вышеперечисленное проявляется уже с первого года обучения. Например, учащихся рассаживают по классам в зависимости от благосостояния их родителей. Такую практику ввела и поддерживает директор Гулала Аннаева. Понятно, что в каждой школе один педагог может быть опытнее других своих коллег, как и один кабинет чуть оснащеннее соседних. Но в школе Аннаевой для избранных школьников заранее отбирают лучшие из доступного, а попадают в их число те дети, чьи родители приносят директрисе дорогие подарки. Таким же образом Аннаева комплектует классы и в дальнейшем. К примеру, уезжала та или иная семья в другую страну, не смогла там прижиться и вернулась обратно. Казалось бы, первое, что надо сделать перед решением, в какой класс определить нового старого ученика, это протестировать его знания. Лучше, конечно, вернуть его на свой уровень, к ребятам, от которых он уезжал, а если сильно отстал, поместить классом ниже и предложить догнать своих одноклассников после дополнительных занятий. Аннаева же зачисляет вернувшегося ученика в класс того уровня, на котором он находился перед отъездом в другую страну, причем даже не предлагает возможности подтянуться, чтобы нагнать сверстников. Но все же попасть в класс выше можно с $200-300 в конверте. Недавно Turkmen News писал о цифровизации журналов в школах Туркменистана. Речь шла о том, что это не ведет к экономии учительского времени и повышению точности, а приводит как раз к обратному. Учителя заводят и одновременно ведут по 3 журнала, что отнимает больше сил и провоцирует ошибки. Но зачем учителям помимо электронного и государственного еще и 3-й журнал для себя? В 18-й школе Туркменабада есть на это ответ. Там регулярно задним числом меняют учащимся оценки, а каждое такое изменение стоит 1000 манатов или $50. Процедура подделки госдокументов в школе поставлена на поток, руководит им сама Аннаева. Правда, принимать заказы иногда просит завуча Мухаббат Курбанову. Им обеим и идет основная часть суммы. Техническую же сторону работы выполняет учительница Лейла Ягмурова. В начале учебного года она приобретает дубликаты журналов, и когда директор или завуч получают заказ Ягмурова, аккуратно вырезает из журнала нужную страницу и вклеивает новую. Переписывает же оценки учитель-предметник и часто делает это под давлением сверху. Но подделываются не только журналы. Задним числом за 5000 манатов меняют даже аттестаты. Видимо, те, кто пользуется этой услугой, рассчитывают, что в вузе не станут сверять оценки с данными архива. Столько же, 5000, стоит получить дубликат утерянного аттестата. Впрочем, учеников заставляют платить и за обычные, неподдельные документы. Так, справка о том, что ученик числится в школе номер 18, стоит 100 манатов. Наконец, подделываются и внутренние отчеты. На бумаге у школы все хорошо. Педагогическому совету нечего решать, и правком всем доволен. А на деле педсовет и профсоюзный орган вообще редко собираются. При этом отчеты о якобы проведенных собраниях имеются. Если же встреча была, а на ней не все согласились с администрацией, это не задокументируют. Составляет красивые отчеты Рахим Бахрамов, учитель русского языка и председатель правкома. Подписи учителей в отчетах поддельные. Также Бахрамов – один из фаворитов завуча Курбановой. Деньги из профсоюзного фонда все трое используют для своих собственных нужд. Учителя и бюджетные средства школы – отдельный источник наживы для администрации.
Особенно денежным в этом отношении оказывается начало учебного года. В конце августа между учителями распределяется нагрузка, от которой будет зависеть их зарплата. Чем более крупная сумма окажется в кармане Аннаевой, тем больше часов получит учитель. В среднем за более или менее нормальное расписание нужно выложить 2000 манатов. А расписание составляет не завуч, как это должно быть, а все тот же Бахрамов. По информации источника, Курбанова просто не владеет соответствующей программой на компьютере, а потому лишь подписывает планы, составленные Бахрамовым. В конце года администрация без денег тоже не остается, собирают их на ремонт, это один из самых распространенных способов вымогательства во многих школах. Например, в том же Туркменабаде сгоревшую школу номер 11 восстанавливали за родительский и учительский счет. А в 18-й школе Аннаева ежегодно требует с учителей деньги на ремонт накануне летних каникул. Ответственной за сбор является учительница математики Шимшат Давлетова. Учителя деньги сдают, но обещанных обновлений в их кабинетах почему-то не происходит. Возможно, некоторые педагоги скидываются на ремонт не из своего кармана, а собирают их с родителей, прекрасно понимая, что никакого ремонта на самом деле не будет. Ожидают подарков Аннаева и ее приближенные и к Дню учителя, а на праздник 8 марта присваивают себе часть денег, которые к этой дате выделяются каждой женщине и девочке от имени государства. Для этого администрация завышает число учащихся девочек. На каждую дается по 60 манатов, а деньги за фиктивные фамилии директор с завучем оставляют себе. Сезон хлопкоуборочной страды для директора Аннаевой также и денежная страда. Если Хакимлик и управление образования требуют 10 человек каждый день, то она собирает деньги на наемников с 20 педагогов, и ровно половина оседает в ее кармане. Наконец, для директора и завуча есть еще две приятные денежные даты, их собственные дни рождения. Тогда с каждого учителя взыскивается по 100 манатов. Родители и учителя, которые возмущены деятельностью Аннаевой, не могут найти на нее управу. За ее спиной стоит муж Бабамарат Джараев, командир отдела охраны в Вилаятском управлении полиции. Именно из-за него городской отдел образования не реагирует на жалобы. Силовики в Туркменистане имеют влияние даже на хакимов. Вместо борьбы с коррупцией, многие из них, наоборот, ее защищают. Но и внутри школы коррумпированной директрисе есть на кого опереться. Подчиненные либо лояльны, либо запуганы. Некоторые учителя сами охотно несут Аннаевой деньги, например, за освобождение от работы. По информации источника, ежедневно школу прогуливают 5-6 учителей, за это они платят по 100 манатов, а их ученики на пустых уроках слоняются по школе. Так стоит ли удивляться тому, что туркменские подростки ввязываются в опасные для них самих и окружающих занятия, от употребления аптечных препаратов до баловства с петардами, за что штрафуют потом не школу, а родителей. Впрочем, многие старшеклассники пропускают занятия и сами. Кто-то идет развлекаться, а многие вынуждены работать, ведь поборы в выпускных классах особенно высоки. Источник прикидывает, в последний год 2 занятия пропускает более половины учеников. Некоторые девушки оказываются беременными, одни ищут стабильности в семейных отношениях, другие зарабатывают своим телом, а третьи просто доверяются не тем людям. Не все учителя согласны участвовать в схемах Аннаевой, но те, кто активно ей противится, становятся белыми воронами и сталкиваются с ее гневом. Часть сотрудников Аннаева нанимает по знакомству или за большую взятку. В первую очередь это касается технического персонала, уборщиц, котельщиков, сторожей. Источник рассказывает, что все 3 нынешних сторожа состоят в родстве с директрисой. Чтобы нанять одного из них, Руслана Янгибаева, она без причины уволила прежнего сотрудника. Янгибаев успешно присваивает или продает выделяемые школе стройматериалы, стекла, шифер, лесоматериал. Так было, например, после разрушительного урагана в 2020 году. Во дворе школы ветром унесло навес. На его восстановление из бюджета закупили различные стройматериалы, но все они бесследно исчезли. Ради подобных коррупционных возможностей директор лично занимается и наймом уборщиц. Школьное образование – одна из сфер, где должны сглаживаться социальное неравенство и предоставляться равные возможности. Но в руках бесчестных педагогов и при поддержке подобных им чинуш из других структур школа с малых лет приучает детей к осознанию того, что за все надо платить, и открыто закрепляет за ними сословно-кастовое разделение. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.
А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.